Мы строили, строили и, наконец, достроили. В приюте доверия завершился долгожданный ремонт. Кто займет пост президента? В 12-й школе прошли выборы в школьное ученическое самоуправление. 12 декабря – День Конституции. В России состоялся Всероссийский день приема граждан. Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей, и в студии я, его ведущий, Эмилий Жбердин. Сегодня, 12 декабря, День Конституции Российской Федерации, состоялся Общероссийский день приема граждан. Он проводится ежегодно с 2013 года по поручению главы государства. С 12 до 20 часов местного времени производится личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные президента России, государственные органы или органы местного самоуправления. Была такая возможность и у сибайцев. Наибольшая активность наблюдалась на приеме главе города Рустему Авзалову. В соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, ежегодно с 12 декабря 2013 года в День Конституции Российской Федерации проводится Общероссийский день приема граждан. В этот день горожане смогли обратиться не только в администрацию города, но и в приемную президента Российской Федерации, в учреждения органов исполнительной и судебной власти. С 12 до 20 часов по местному времени должностные лица отвечали на поставленные горожанами вопросы. Немало посетителей было сегодня у главы администрации Сибая Рустема Авзалова. Хорошая практика. На сегодняшний день хочется отметить, что те граждане, которые имеют желание обратиться к тем или иным ветвям власти, имеют такую возможность, тем более муниципалитет является таким связующим звеном для того, чтобы в режиме реального времени обратиться к любому из ведомств, либо министерств в режиме реального времени, и вживую. На сегодняшний день это происходит как в рамках личного приема можем мы какие-то вопросы рассмотреть. Также в режиме аудио и видеосвязи. В чем плюс этих мероприятий? В том, что можно решать вопросы с первых уст и оперативно. То есть человек, который обращается с какой-то проблемой, либо вопросом, он его может получить сразу же. И в принципе, в администрации города такая практика и так была, что единственное, еженедельно, каждую неделю во вторник проводится прием граждан по личным вопросам. Поэтому какие-то вопросы можем решать на местах уже. Рустем Ахмедкаримович также подчеркнул, что задача органов власти – выслушать каждого обратившегося заявителя, помочь разобраться и принять необходимые меры для решения его проблемы. Основные вопросы, которые беспокоят наше население, это вопрос предоставления жилья, это вопросы по земельным участкам, вопросы, касающиеся трудоустройства. Кроме этого, вопросы, связанные с задолженностью по коммунальным услугам, либо по росту этих услуг. Все вопросы, они актуальны, но требуют определенного подхода. Сходу их решить сразу невозможно. То есть оно должно носить такой не хаотичный, а системный подход. По всем озвученным в этот день вопросам горожанам были даны разъяснения. Обращения, которые требуют тщательного рассмотрения, взяты на контроль. Ирина Оренбургина, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Информация от госавтоинспекции. Сегодня утром в 7 часов 45 минут на перекрестке улицы Островского-Горняков неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП. Всех, кто владеет какой-либо информацией, сотрудники ГИБДД просят сообщить по телефону дежурной части 54202. Сегодня, 12 декабря, торжественная карусель мероприятий, приуроченных ко дню принятия Конституции Российской Федерации, включила в себя еще одно событие – особо важное воспитание гражданской осознанности среди молодежи. В 12-й школе прошли выборы в школьное ученическое самоуправление. Как это было, расскажет Екатерина Марочкина. С чего начинается Родина? Родина начинается с желания сохранять. Необъятные просторы нашей страны, разнообразие народов и неисчерпаемые природные ресурсы – все в одной системе жизни. И для того, чтобы сберечь вековые достояния, любому государству, как любому живому организму, требуется четко работающий механизм.
Одной из важных шестеренок стал свод законов с высшей юридической силы – Конституция Российской Федерации, которая является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов. Сегодня руководство 12-й школы познакомило своих учеников с 32-й статьей Основного закона нашей страны. На мероприятии присутствовали депутаты городского совета и председатель территориальной избирательной комиссии городского округа города Сибай, которые озвучили будущим избирателям порядок проведения и саму процедуру выборов. Дети, День Конституции, такой важный для всей страны праздник, учатся быть сами уже членами участковых избирательных комиссий, избирателями. Они уже приучаются к этой процедуре. Это очень важно, потому что вот у нас в 2018 году предстоят выборы, самые важные выборы – это выборы президента Российской Федерации. Очень важно, чтобы эти выборы были легитимны. Для этого нужна явка избирателей. Точно так же вот мы будущих избирателей со школьной скамьи готовим, им о Конституции рассказываем, о выборной системе. Паспорт, регистрация, бюллетень, ширма, корзина. Ученики с интересом подходили к избирательной комиссии и задумчиво удалялись за ширму. Первый лист в урне. Так проходят выборы президента школы. Кандидатами стали представители старших классов, которым не безразлична связь ученического самоуправления с руководством учебного заведения. Ребята поделились своим мнением о сегодняшнем знаменательном дне. Я чувствую, что влияю на будущее школы. На 2017-2018 учебный год я являюсь президентом школы. На данный момент выбирается президент на следующий год, так как я заканчиваю 11 класс. Выборы президента, самоуправление – это неотъемлемый опыт, который учит общаться с людьми, учитывая мнение каждого. Я очень счастлив, что в нашей школе проходят такие замечательные выборы в президенты. Меня выбрал мой 10 класс, и я очень горд, что выбрали именно меня. Я понимаю всю ответственность и подойду к этому как можно более ответственно, поскольку эта школа нуждается в модернизации, и я приведу ее к лучшим результатам. Самым юным избирателям едва исполнилось 14 лет, и они получили первый важный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. С этого дня участия в выборах, знакомство со своими правами в столь доступной форме, но с полным чувством важности своего выбора им прививается качество, которое в дальнейшем воспитает ответственного и законопослушного гражданина. Екатерина Марочкина, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Собрание жильцов многоквартирного дома по улице Белова, 34 по реализации местных инициатив состоялось накануне в школе номер 12. Круг вынесенных на обсуждение предложений был связан с улучшением окружающей жителей инфраструктуры. Собрание жителей по участию в программе поддержки местных инициатив проходит практически по всем микрорайонам города. Сибайцы оценили программу в действии и активно подключились к участию. Одно из таких собраний прошло в школе номер 12, где свои предложения по улучшению качества жизни высказались жильцы многоквартирного дома номер 34 по улице Белова. Собравшиеся голосовали за асфальтные дорожки вокруг учебного заведения, строительство детской площадки, замену окон в школе и установку тренажеров. В результате большим числом голосов был принят проект по замене деревянных оконных конструкций на пластиковые в школе номер 12. По нашим подсчетам, конечно же, мы полностью охватить полную замену окон не сможем. И по своим возможностям мы предлагаем пока смету на 520 тысяч рублей. Из этих 520 тысяч рублей выделяет 300 тысяч республика, 150 тысяч муниципалитет, 45 тысяч – это спонсоры, мы со спонсорами разговариваем, и 15% от стоимости, которые выделяет республика, это 45 тысяч, должно от населения, 45 тысяч. В общем, всего в этом доме Белова 34, 90 квартир, получается с каждой квартиры по 500 рублей. В этой школе у меня уже есть выпускница, дочь моя, сейчас учится маленькая, и поэтому наши все эти проблемы школы мы видим, что в младших классах у нас пластиковые окна замененные, а в основном в школе первый этаж это ничье, и поэтому у нас остается на бесхозном. И поэтому хотелось бы видеть свою школу в таком, уже в современном виде, поэтому хочется поменять окна, чтобы сделать хороший вид. Для школы самое лучшее. Были предложения для дома, но это совсем другой проект и другие деньги.
А на сегодняшний день замена школы, замена окон самое главное. Механизм программы, объединяющий средства жителей, а также ресурсы республиканского и муниципального бюджетов, является хорошим подспорьем в реализации проекта. Однако нужно суметь и привлечь финансовые вложения со стороны спонсоров. Поскольку главное условие программы «Активность жителей», в ходе собрания была избрана инициативная группа, которая будет непосредственно работать с населением по вопросу сбора денежных средств. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. За годы своего существования социальный приют «Доверие» стал уютным домом для сотен сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитатели стараются делать все возможное, чтобы у них царила не только добрая домашняя атмосфера, но и были созданы максимально комфортные условия проживания. Недавно в приюте завершился долгожданный ремонт. Что изменилось в социальном учреждении, в материале наших корреспондентов. Зданию бывшего детского сада более 50 лет. В последний раз капитальный ремонт здесь проводили около 15 лет назад, когда в учреждении стал базироваться социальный приют для детей и подростков. За прошедший срок в помещениях проводились только мелкие ремонтные работы собственными силами. За последний месяц, в течение которого шел капитальный ремонт, здание претерпело серьезные изменения в лучшую сторону. Стена, которая тоже была в плохом состоянии, мы поменяли ее на легконесущую конструкцию из ГКЛ с применением металлического каркаса, усиленного брусом. Двери заменили на 90% этого здания полностью. Затем сантехника, которая на кухне тоже была поменена. Кроме ремонта стен, замены сантехники и дверей, в здании были полностью обновлены полы. Если на втором этаже в спальных помещениях подрядная организация, выигравшая тендер на ремонт, постелила линолеум, то на первом этаже полы покрыли ламинатом, а в столовой – плитками. Помимо рабочих, свою лепту в благоустройство приюта внесли спонсоры и активные горожане. Нам очень помогли, знаете, это... С храма наши отряды утешения приходили волонтеры, волонтерское движение. Они нам расписали очень много стен. Потом приходили просто художники, нам помогали с художественной школы. Подарили нам часть картин. Вот мы сейчас как раз выставку готовим, потом разместим. Просто горожане приходили, тоже оказывали помощь. Вообще, вот такими большими вложениями мы сейчас произвели такой огромный ремонт. Такая огромная работа была проделана всего за месяц. Все это время дети жили в Матраевском приюте, у родственников, отдыхали в детском санатории «Волшебный». По их словам, они успели соскучиться по родному зданию и очень рады приятным изменениям. Здесь нравится. Мы когда поехали туда, в Матраево, мы очень скучали. Вот. Потом вообще не хотелось отсюда уезжать в первое время. Но там тоже в Матраево очень тоже хорошо. Воспитатели тоже такие же, как и здесь, добрые. И здесь тоже очень хорошо, нравится мне здесь. Здесь очень классно. В комнате стало еще уютней, удобней. Двери поменяли, там стены, линолеум поменяли. Очень сейчас на пол тоже тепло, очень хорошо. Мы когда не хотели отсюда уезжать. Мы дни читали, когда мы сюда вернемся. Нам очень тут нравится, мы сюда все привыкли. И воспитатели нас очень любят, и заведующий тоже нас поддерживает. Добавим, что капитальный ремонт приюта стал возможным благодаря средствам, выделенным Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. По словам руководства учреждения, их было достаточно, чтобы надолго забыть о ремонте. Лена Кириллова, Гульхамитов, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Для воспитанников приюта теперь созданы по-настоящему домашние условия проживания. Между тем, близится Новый год, и многие из них мечтают получить заветные подарки от Деда Мороза. На помощь в этом вопросе уже который год приходят представители торгового комплекса «Аструм», которые проводят благотворительную акцию. Ренат Музафаров расскажет подробности. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки. Особое праздничное настроение охватило центральный холл торгового комплекса «Аструм» задолго до начала предновогодней декады, на которую обычно выпадает проведение основной массы торжественных мероприятий. В центре зала на самом видном месте сейчас красуется нарядная елка с весьма необычными украшениями. Так юные посетители первого новогоднего утренника, организованного для воспитанников социального приюта «Доверие», смогли узнать друг друга по фотографиям на елочных игрушках.
С одной стороны шарика сокровенный огонек в глазах ребенка, с обратной – указание на заветный подарок, который он мечтает найти под елкой. Данная акция проводится администрацией торгового комплекса «Аструм» на ежегодной основе. И, как комментируют организаторы, уже счастливило несколько сотен мальчишек и девчонок. Торжественное открытие елки желаний неизменно проходит в сказочной и задорной атмосфере. Так в гости на утренник в нынешнем году заглянула внучка Снегурочка и символ наступающего года щенок Скай из мультфильма «Щенячий патруль». Деда Мороза, главного виновника торжества, на мероприятии замечено не было. Его появление ждут 29 декабря, когда будут подводиться итоги и вручаться подарки. Причем стать тем самым румяным бородатым меценатом может любой. Для этого достаточно снять шарик с елки, подняться на 5-й этаж кабинета администрации торгового комплекса и зарезервировать подарок для юного получателя. Так, например, Данилу Сафронову из числа юных участников удача улыбнулась в день организации мероприятия. Его новогоднее пожелание, радиоуправляемый вертолет, уже попало в руки нужного человека. Я хочу, пользуясь случаем, именно поблагодарить управляющую компанию, вообще всех неравнодушных наших арендаторов, которые очень, кстати, помогают, так сказать, провести эту акцию, участвуют активно. Ну и вообще всех горожан именно не стесняться, подходить, участвовать, потому что дети, которые именно оказали в данной ситуации, они просто, по сути, виновны, мы сами старшие, родители, вообще взрослые. И хотя бы такой праздник, сделать им такое новогоднее чудо. Организаторы мероприятия призывают горожан активнее включаться в благотворительную акцию и выражают надежду, что ни один ребенок в Новый год не останется без заветного подарка. Ринат Музафаров, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Это все на сегодня. Далее детское время. Я желаю вам удачи. До скорых встреч.